В 2020 году многие из нас впервые заглянули внутрь судебной системы Беларуси и ужаснулись увиденному. Приговоры под копирку, свидетели в балаклавах, протоколы, заполненные анонимными сотрудниками, суды по видеосвязи, закрытые судебные процессы, абсолютное игнорирование процессуального законодательства, Конституции, прав человека и здравого смысла. Сегодня, в то время как я записываю это видео, в Минске начался закрытый процесс над Максимом Знаком и Марией Колесниковой о якобы публичных призывах к захвату власти. Процесс незаконный и абсурдный. И наш долг не только освободить Марию и Максима и все тысячи политических заключенных, но и изменить судебную систему так, чтобы ужасы последнего года в Беларуси никогда больше не повторились. Как юрист я считаю, что одна из главных причин такой ситуации, в которой мы оказались, это способ формирования судейского корпуса. Ситуация, когда всех судей назначает президент, прямо либо косвенно, абсолютно ненормальная. Что мы можем ей противопоставить? Я предлагаю внести в Конституцию новый порядок формирования судейского корпуса через выборы. Я абсолютно уверен, что граждане Беларуси достойны того, чтобы самостоятельно выбирать тех, кто будет разрешать споры в наших городах и селах. Уверен, что ответственность перед обществом намного лучше будет мотивировать и дисциплинировать судей, чем стремление сделать карьеру и занять место в системе, как сейчас. Разумеется, не каждый может претендовать на такую должность. Образование, опыт работы, возраст, знание законов должны стать дополнительным фильтром. Судей высших судов могут избирать депутаты парламента. Помните, никто, кроме нас, белорусские суды не изменит.